отношения на тюркском пространстве должны стать образцом межгосударственных взаимоотношений нового времени, подчеркнул президент на встрече с главами делегаций парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Тюркпа в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Глава государства подчеркнул, что созданная в 2008 году Тюркпа за годы своей деятельности стала важной платформой межпарламентского взаимодействия. Именно здесь наши парламентарии обсуждают важные вопросы, делятся информацией, обмениваются опытом и передовой практикой по приоритетным направлениям работы. Кыргызстан, являясь одним из государств-основателей Тюркпа, заинтересован в становлении данного межпарламентского объединения как образца проявления солидарности и единства наших стран. Глубокие исторические, культурные и духовные связи между нашими странами и народами лежат в основе наших взаимоотношений. Полагаю, что активизация нашего сотрудничества была бы невозможной без надежного фундамента, основанного на доверии, дружбе и сотрудничестве, на которых мы год за годом выстраивали наши современные межгосударственные отношения, сказал он. Садыр Джапаров отметил важность применения новых подходов в решении проблем, преодоления вызовов и угроз нового времени. В этой связи мы должны обновлять имеющиеся программные документы, постоянно работать над их совершенствованием. В то же время мы должны понимать, что сегодняшние глубинные преобразования в мире дают нам исторический шанс перестроить наши отношения, наполнить новым содержанием, во главу угла поставить такие исконно тюркские ценности, как достоинство и честь, подчеркнул президент. Как отметил глава государства, эти новые отношения на тюркском пространстве должны стать образцом межгосударственных взаимоотношений нового времени, добавив, что построение обновленного и процветающего Кыргызстана является главной целью для руководства страны. Поэтому мы будем уделять первостепенное внимание экономическому развитию Кыргызстана, привлечению качественных инвестиций в самые перспективные и интересные проекты. Сегодня как никогда важна взаимная поддержка в переходе к устойчивой модели независимого развития. И мы будем рады видеть в стране больше инвесторов из тюркских стран с тем, чтобы вместе повышать наше общее благосостояние. Кыргызстан готов к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих незыблемых ценностей. Уверен, что сообща мы преодолеем все сложности и внесем свой вклад в построение лучшего мира. Для этого у нас имеются все предпосылки. Вместе только вперед, заключил президент Садыр Джапаров. Также на мероприятии выступил председатель Маджлиса Республики Казахстан, председатель Тюркпа Ерлан Кушанов, который отметил, что 11-е пленарное заседание Тюркпа проходит на берегу озера Иссык-Куль, куда прибыли главы парламентов стран-участниц организации для сверки часов. По его словам, страны Тюркпа объединяет общая культура и исторические корни. Ерлан Кашанов подчеркнул, что благодаря контактам на уровне глав государств взаимоотношения в политической и экономической и культурно-гуманитарной сферах между странами развиваются успешно, а организация, в свою очередь, прилагает все усилия для дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества. Он отметил, что Казахстан в 2021 году принял председательство в Тюркпа от Азербайджана. За период председательства выполнены все ранее запланированные мероприятия. Также он добавил, что на пленарном заседании председательство перейдет к Кыргызской республике. Во встрече с главой государства приняли участие Торагач Джугурку Кенеша Кыргызской республики Талант Мамытов, председатель Милли Меджлиса Азербайджанской республики Сагиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турецкой республики Мустафа Шинтоп, также председатель Сената Улим Меджлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева в качестве наблюдателя, заместитель председателя парламента Венгрии Шандор Лежак в качестве наблюдателя и зампредседателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Касымгулы Бабаев в качестве почетного гостя. В Чолпон-Ате прошло заседание Совета парламентской ассамблеи тюркоязычных стран с участием Торагач Джугурку Кенеша Таланта Мамытова, председателя Маджлиса парламента Казахстана Ерлана Кашанова, председателя Милли Маджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой, председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шинтопа. Совет Тюркпа начался с церемонии перехода председательства в ассамблее от казахстанской стороны кыргызской. Председатель Маджлиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кушанов рассказал о проведенной работе Тюркпа в 2021 году, а также пожелал кыргызской стороне успешной работы. Торагач Джугурку Кенеша Талант Мамытов выразил слова благодарности казахскому коллеге за плодотворную работу во время председательствования в Тюркпа. Талант Мамытов подчеркнул, что за последние 14 лет парламентской ассамблеи тюркоязычных стран был разработан и реализован ряд важных проектов, направленных на расширение взаимодействия в политической, экономической и дипломатической сферах. Новое время ставит новые условия. В динамично меняющемся мире каждая страна сталкивается с современными сложностями и вызовами. На сегодняшний день история свидетельствует о том, что наше государство сохранили свою независимость, ценность и уникальность. Общая история, традиция и язык, в особенности уважение друг к другу, которые мы сохранили на протяжении веков, является наследием наших предков. Уверен, что, сохраняя взаимное уважение, мы достигнем поставленных целей во всех сферах сотрудничества, добавил Талант Мамытов.
Председатель Милли Маджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова отметила, что одним из важных вопросов на 11-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Тюркпа является переименование организации. Это историческое событие, отметила она. Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп обозначил, что необходимо активизировать дальнейшее сотрудничество тюркских государств, в том числе надо особое внимание обратить на укрепление связей женщин-депутатов и молодых парламентариев между странами-членами Тюркпа. Участники Совета Тюркпа пожелали кыргызской стороне успешной работы. Принята Чолпон-Атинская декларация 11-го пленарного заседания Тюркпа. В ходе пленарного заседания стороны заслушали отчеты и рассмотрели рекомендации Комиссии по правовым вопросам и международным отношениям, Комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам, Комиссии по экономическому сотрудничеству и Комиссии по вопросам окружающей среды, природным ресурсам и здравоохранения. Были заслушаны итоговые отчеты миссии наблюдателей Тюркпа по итогам выборов президента в Узбекистане в октябре 2021 года и парламентских выборов в Кыргызстане в ноябре 2021 года. Кроме того, участники 11-го пленарного заседания Тюркпа рассмотрели и утвердили проект модельного закона о развитии социального предпринимательства, избрали председателей и заместителей председателей комиссии, заместителя генерального секретаря. Стороны рассмотрели бюджет Тюркпа на 2023 год. Участники 11-го пленарного заседания Тюркпа приняли решение, что следующее заседание пройдет в 2023 году в Стамбуле, Турция. По итогам мероприятия была принята Чолпон-Атинская декларация 11-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Состоялась церемония подписания документов о переименовании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран в Парламентскую ассамблею тюркских государств. В целом, по итогам 11-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран принято несколько важных решений. Название Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств было изменено на Парламентской ассамблее тюркских государств. Напомним, в 2021 году, 12 ноября в Стамбуле, на саммите глав государств-членов организации было принято решение переименовать Совет сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию турецких государств, поэтому очевидно, что целесообразно изменить и название Парламентской ассамблеи. Это новое название в равной степени охватывает и четко отражает деятельность и направление ассамблеи. Согласно ему был одобрен новый флаг и логотип ассамблеи. Приняты типовые законопроекты Парламентской ассамблеи тюркских государств по поддержке и развитию социального предпринимательства. Заслушаны отчеты по деятельности секретариата Парламентской ассамблеи тюркских государств за 2021-2022 годы, доклады по исполнению бюджета за указанный период. Приняты отчеты наблюдательных миссий ассамблеи по итогам президентских выборов в Узбекистане и парламентских в Кыргызстане. Утверждена стратегическая дорожная карта на 2023-2028 годы. Уточнен план мероприятий и бюджет на 2023 год. Назначены председатели комиссии и избраны их заместители. Принята Чолпон-Атинская декларация. Участники заседания 11-го пленарного заседания Тюркпа сделали заявление для прессы. Торага Джогурку Кенеша заявил, что главной целью Тюркпа является взаимное сближение и тесное сотрудничество тюркских народов. Уверен, что парламенты государств-членов Парламентской ассамблеи тюркских государств несут весомый вклад в укрепление единства тюркских народов, отметил Мамытов. Отырым игілікті өтті. Ошол боюнча дагы бул жерде биздин урматтуу коноктор өзүнүн сөздөрүндө билдирет деп ойлоймун. По его словам, жизнь показала, что создание Тюркпа стало большим событием в истории каждой братской страны. За последние 14 лет нашей организации удалось добиться значительных успехов, и как политический институт она год от года превращается в солидную и уважаемую международную организацию. Нам удалось убедительно координировать работу ассамблеи, и мы намерены и дальше совершенствовать свою деятельность. Однако общественно значимые работы могут продолжаться без перерыва только при соблюдении продуманных организационных мер, исполнительской дисциплины. Только тогда мы сможем добиться больших успехов, сказал он. В завершении спикер также остановился на целях и миссии организации. Они высоки и кристально чисты, как горы Кыргызстана и озеро Иссык-Куль. Основополагающей нашей целью выступает сближение и тесное сотрудничество всех тюркских народов и государств мира. Уверен, что Парламентская ассамблея тюркских государств несет большой вклад в укрепление братства и единства тюркских народов. Как председатель ассамблеи хочу сказать, что сделаю все возможное для общего успеха нашей работы, заключил Талант Мамытов. Главы парламентских делегаций Турции, Казахстана, Азербайджана отметили успешную и плодотворную работу Тюркпа в Чолпон-Ате.
Напомним, в заседании Тюркпа приняли участие председатели Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова, Меджлиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов, Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, а также председатель Сената Ули Меджлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в качестве наблюдателя, заместитель председателя парламента Венгрии Шандор Лежак в качестве наблюдателя и заместитель председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Касымгулы Бабаев в качестве почетного гостя. Своими мнениями поделились депутаты азербайджанского Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов. Прежде всего, позвольте мне сказать, что это пленарное заседание отличается от предыдущих. Во-первых, изменилось название организации. Во-вторых, увеличилось количество государств-участников. В-третьих, впервые в пленарном заседании участвует комиссия по окружающей среде и природным ресурсам, которую я возглавляю в Тюркпа. На заседаниях, семинарах, мероприятиях в межпленарных комиссиях проводятся и ведутся очень важные дискуссии. Как я отметил в своем выступлении, после этого было принято мое предложение, доклад, в котором отражено сближение систем здравоохранения государств-членов Тюркпа, реализации совместных мероприятий, укрепления сотрудничества. Конечно, эти вопросы имеют большое значение. Могу сказать, что 11-е пленарное заседание Тюркпа прошло успешно и приняло очень важные для тюркского мира решения. Низами Джафаров. Я тоже очень впечатлен. Правильно было заменить слово «тюркоязычные» на «тюркские государства». Отныне Тюркпа будет функционировать как организация с политическим статусом парламентской ассамблеи тюркских государств. На самом деле это не приведет ни к какому изменению цели и практики нашего союза. Мы лишь расширим свои ряды, заменив слово «язык» на «государство». Рассмотренные на пленарном заседании вопросы были признаны приемлемыми, в том числе и тема поддержки развития предпринимательства в тюркских государствах, о которой я доложил. Хочу отметить, что мы должны работать рука об руку для дальнейшего укрепления нашего единства. Хикмет Бабауглу. Каждое заседание Тюркпа само по себе становится значимым событием, потому что обсуждаются очень важные вопросы взаимной интеграции стран-участниц, реализации процессов культурного обмена, принятия модельных законов по другим вопросам, а также дальнейшего расширения интеграционных, культурно-гуманитарных, научных и образовательных связей в постпериод пандемии. Безусловно, 11-е пленарное заседание Тюркпа в Чолпон-Ате Кыргызстана останется очень важным событием в истории. Прежде всего, Тюркпа получил свое высокое значение и значение в своей деятельности и по сей день. Прежде всего, Тюркпа заслуженно имеет свое высокое значение, благодаря своей деятельности. На встрече были подняты важные вопросы. В частности, положительно были восприняты предложения и доклады членов нашей делегации во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Конечно, все отчеты, признанные удовлетворительными, помогут государствам-членам в предстоящий период. Могу сказать, что встреча Тюркпа прошла на очень высоком уровне. Добро пожаловать. Мы хотели ваше впечатление о Кыргызстане. Вы побывали здесь или как? Раньше? Раньше в этом городе именно я не был, но Кыргызстан мне очень дорог, так как в 98-99 годах я работал в Кыргызстане в течение 2 лет в частном секторе. И после этого периодически я навещал Киргизию, навещал своих друзей в Киргизии. А после избрания в парламент я, разумеется, сразу записался в группу дружбы с Кыргызстаном. И это позволило мне почаще нанести визиты в Киргизию. Киргизия точно так же, как и все остальные древние тюркские территории, они нам очень дороги, где бы мы ни находились. С этой точки зрения парламентская ассамблея тюркских государств – это организация, собрание, которое собирает вместе представителей всех тюркских народов, в том числе Азербайджана. Я горжусь тем, что представляю азербайджанский парламент, парламентская ассамблея тюркских государств, и то, что в этот раз эта ассамблея проводит свою работу в Чолпон-Ате. Я впервые в этом городе, и самый знаменитый Иссык-Кул в том числе является нашим общим достоянием всех тюркских народов. Я очень рад быть здесь сегодня. По-моему, вы еще в Бишкеке презентовали какие-то книги, да? Да. Пашаева или как-то, я сейчас вспомню, или какой-то другой был.
Я в Бишкеке, в университете Манас, презентовал свою книгу, которая называлась «Союз турецких государств. Евразийская модель глобальной интеграции». В этой книге речь идет как раз-таки о воссоединении всех турецких государств. Речь идет о 6 независимых турецких государствах, которые в конце прошлого века приобрели свою независимость заново и в начале этого века уже стали приближаться в международных отношениях. Будущее турецких народов я вижу именно в их близких взаимоотношениях, в организации в единую тюркскую структуру, которым и является Организация турецких государств. Эта организация раньше называлась Турецкий совет. В прошлом году, как вам известно, организация переименовалась в Союз турецких, в Организацию турецких государств. Я считаю, что эта организация переходный этап в еще более высокую ступень союзничества, и при том союзничестве, о котором речь идет в моей книге. Вот сейчас наши телезрители вас видели в Кыргызстане. Ваши очень много знакомые друзья есть. Не могли встретиться с уважительным причинам. Да. А что хотели своим друзьям, в общем-то, кыргызскому народу передать? Безусловно, в Киргизии у меня очень много друзей, и с тех времен, как я вам уже сказал, 90-е годы я был здесь, и новые друзья, и в том числе члены киргизского парламента, и с интеллигенцией, творческих людей, я знаю, многих друзей имею. Я всем, конечно, будучи здесь, передаю всем привет. Очень сожалею, что не могу со всеми ими встретиться. Поэтому я хотя бы по телевидению передаю всем моим друзьям привет, в том числе все приветствую весь киргизский народ от имени азербайджанского народа. Ну и, конечно, каждый раз, когда я приезжаю в Бишкек или в другие части Киргизии, меня радует то, что есть изменения. Такое поступательное движение в экономике Киргизии приведет, в конце концов, к повышению уровня жизни на уровень международного стандарта. Я желаю благополучия, процветания всему киргизскому народу. Гюне Эфендиева. Это мой 4-й визит в Кыргызстан. На этот раз я участвую в очень важной встрече. Конечно, как братские организации мы и по сей день поддерживаем Тюркпа. Сегодня мы находимся в историческом древнем городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль, жемчужины Кыргызстана, с целью поддержки и сотрудничества. Я горжусь собой и своим духом. Сегодня мы едины. Тюркпа всегда поддерживал нас, участвуя во всех мероприятиях нашего Международного фонда турецкой культуры и наследия. Безусловно, в вопросах, обсуждающихся на пленарном заседании, прозвучали предложения, связанные с турецкой культурой и наследием. Важные решения для общего единства тюркского мира были приняты посредством парламентской дипломатии. Если мы реализуем культурную дипломатию вместе с важными вопросами, поднятыми нашей организацией, мы можем добиться многого. Мы не должны упускать возможность заложить основу для нашего будущего успеха. А теперь послушаем мнение депутата Великого национального собрания Турции Шенел Едилдыза. Мы успешно завершили 11-е заседание Тюркпа. Мы приняли ряд решений. Председательство перешло от Казахстана к Кыргызстану. Мы также избрали председателей некоторых комиссий. Таким образом, мы вступили в новый период деятельности Тюркпа. Тюркпа делает очень важные шаги к общему единству тюркских государств. То есть многое сделано и будет сделано в плане политических, социальных и культурных отношений. Кыргызстан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан очень много делают для нашего союза. Мы, как турецкое государство, готовы сделать все необходимое от имени Тюркпа для развития и укрепления этих новых независимых республик. Чем крепче наше единство и солидарность, тем сильнее могут быть другие тюркские республики, тем больше они могут развиваться, и в результате мы поддержим друг друга, потому что этого требует время. В
Театре оперы и балета прошла торжественная церемония награждения медалями имени Чингиза Айтматова. Награды вручены за выдающиеся заслуги в области культуры, просвещения, науки, литературы и искусства, за сближение и взаимообогащение культур, наций и народностей, укрепление мира и дружбы, развитие духовных связей между государствами. Всего на мероприятии наградили 60 человек. Вручали награды члены семьи Чингиза Айтматова, среди которых его сестра Роза Айтматова и сын Аскар Айтматов, а также министр культуры Азамат Джаванкулов. Мы узнали, что вы очередной раз получили медаль имени Чингиза Айтматова. Это, наверное, для вас особое событие, не так ли? Ну да, так получилось. Среди наград, которых я получаю, Иссык-Кульский форум, который основался, это вы представляете турецкое телевидение, азербайджанское. Я бы хотел сказать, что с именем Чингиза Тюркхуловича много связано с тюркской цивилизацией. И тюркская цивилизация, она очень адекватно отмечает те заслуги, которые у Чингиза Тюркхуловича перед мировым сообществом. Его произведения, конечно, они стали общепланетарными, и особенно в Турции. Моего отца Гейдара Алиева связаны с Чингизом Айтматовым очень прочные узы дружбы и взаимного уважения. Это естественно, потому что независимо от формы деятельности, личность есть личность, и она проявляет себя в различных качествах. В политике, в искусстве, в литературе, в музыке и так далее. Чингиз Айтматов – это очень открытый человек. Опять же, человек, который своим талантом служит сближению народов. Есть масса примеров в истории, когда талант не всегда идет рука об руку с гражданской позицией. В данном случае в лице Чингиза Айтматова мы именно видим сочетание этих качеств. К нему в Азербайджане очень теплые отношения. Как к своему, мы его считаем своим земляком с полным правом, потому что во все времена он всегда поднимал голос правды, справедливости и всегда поддерживал Азербайджан в трудных для нас. Саманчының жолундай сабын бузбай, айлар өтүп жыл толуп келди кайра. Алатонун ичине айылыма, арулуктун өзүндөй Норuz майрам. Алла салла салла сарбаледен алас, эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Жакшылыкка жарбал, кырман тоодон бол. Алла салла салла сарбаледен алас, сүмөлөк 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 жегиле.
жанада ей кыргыз элиме. Сүмбөлөк жеңиле, акпатта бергиле. Бак тиккен багбанда, баба дыйканга, жанада ей кыргыз элиме, кыргыз элиме. Азербайджанский бизнесмен намерен наладить сотрудничество с предпринимателями из Кыргызстана. Он хочет встретиться с кыргызскими предпринимателями и поделиться своим опытом работы. Представляем вашему вниманию интервью, которое он дал нашей программе. В нем азербайджанский предприниматель рассказал подробно о своей сфере деятельности и планах о работе в Кыргызстане. Алибала Ализаде, представляю компанию Агрибиоэкотех, ММГ, ЛЛС, в Азербайджане. Что предлагаете Кыргызстану? Киргизстану я предлагаю, как и всем в Германии, в Венгрии, в Турции, предлагаем восстановление деградированных почв. Сегодня самая больная у нас проблема с почвами. Надо восстанавливать почвы, чтобы увеличить урожайность растений и выращивать сельскохозяйственную продукцию экологически чистыми. Это самое главное. Естественным способом. Точка естественная, только применяя биологические удобрения микроорганизмов. Это очень интересно. Но наши предки использовали этот. Вы сейчас хотите внедрить массово, да, этот? Совершенно верно. Наши предки, будем говорить так, и были шумеры, так называемые. Жили они между Тигром и Ефратом. Они собирали пшеницу, ячмень где-то под 250 центнеров с гектара. Сегодня мы собираем в Азербайджане в среднем 31 центнер с гектара. Значит, наши предки применяли. А что они делали? Они выращивали пшеницу, собирали урожай пшеницы, а всю солому, которая там оставалась, они запихивали в землю. После этого река разливалась, и с собой вместе приносила она ил, в составе которого было очень много микроорганизмов. Эти микроорганизмы разлагали всю эту, будем говорить, углерод, а для растений очень важен углерод. Это где-то 75-80% должно быть углерода. И это все разлагалось, и растения дышало этим углеродом, и получали они высокие урожаи. От кыргызстанских предпринимателей что требуется? От кыргызстанских сельскохозяйственных фермеров требуется, чтобы они пригласили нас, или сами сюда приехали, пообщались мы, и мы эту технологию им здесь показали, и мы поехали в Киргизстан, там показали. Значит, вы хотите совместно работать или изучить, как надо? Нет, мы обучаем эти организации для того, чтобы они могли выращивать у себя экологически чистую продукцию и восстанавливали свои деградированные почвы от засоления, эрозии, поднимали гумус почвы и увеличивали урожайность растений. Вот мы хотим предложить Киргизии заняться этим вопросом. Ну, надеемся, что наши кыргызстанские предприниматели будут с вами связаться. Очень приятно. Я думаю, что надеюсь. Саламатсыздарбы?
Кыргызско-швейцарское сотрудничество многоформатное и динамично развивающееся в сфере СМИ. Чрезвычайный полномочный посол Швейцарии в Кыргызстане Оливье Бангертер нанес визит вежливости в медиахолдинг «Пирамида». Прежде всего, мы открываем миру Кыргызстан, распахнув двери международному содружеству, отметил генеральный директор телеканала Дурунбек Адаханов, проводя экскурсию дипломату по новостным студиям. Оливье Бангертер попробовал себя в качестве ведущего прямого эфира. Дружественным расположением к Швейцарии медиахолдинг «Пирамида» подтвердил намерение укрепления медиасотрудничества. Я очень рад быть на телеканале «Пирамида» и встретиться с представителями СМИ. Было очень приятно встретиться с директором телеканала «Пирамида». Сегодня мне посчастливилось увидеть кыргызское гостеприимство, высказался посол. Sayın izleyiciler, Fethiye'de Yörük çadırına hoş geldiniz. Buyurun, burası da bizim Fethiye, denizin kıyısı. Мы продолжаем знакомить вас с культурой и традициями кочевников юрюк-туркменов. В сопровождении почетного президента Юрюк-Туркменской ассоциации в Стамбуле Юсуфа Эзеля мы посетили музей Юрюка Керимоглу. Музей Юрюк Керимоглу расположен в курортном городе Фетхии, провинции Мугла, Турции, прямо у берега моря, который является живой этнографической экспозицией, посвящена истории турецкого народа. Он является неким музеем. Музей Юрюк Керимоглу – это результат 20-летнего осмысленного накопления экспонатов. Хозяин музея Исмаил Узуноглу одновременно является председателем Йорук и Туркменской ассоциации в городе Сейдикемер. Мы у него получили подробную информацию о юрюк-туркменах. Он рассказал нам о том, как протекала жизнь кочевых туркменских племен. В музее расположены их жилища, предметы, используемые в быту, и утварь кочевников в макетах. Здесь можно узнать, как создавались ремесленные изделия, а также отведать пищу кочевников. Этот народ жил на высокогорном плато, их главным источником дохода являлось скотоводство, а на время холодов они направлялись в долину, однако так не делали другие тюркские народы. Поэтому до сегодняшнего дня в Турции сохранилась традиция называть йорюками неутомимых и предприимчивых людей. Исмаил Узуноглу в музее Йорюк расставил специальные человеческие фигуры, которые иллюстрируют повседневную будничную жизнь йорюков, своих предков. В макетах отражают образ соседей предков Исмаил-бея. Посещение музея позволяет многое узнать о культуре страны, о ее традициях, увидев современную Турцию в совершенно ином обличье. Этнографический музей представляет собой аутентичную деревню, в которой воссоздали бытовые условия и уклад турецкого племени, предметы обихода, обряды и костюмы. Название «Музей Йорюк»
Это сочетание турецких слов «юрюк» – сильный, воинственный, и «юрюмек» – идти, продвигаться. Этим словом также называется турецкий народ, ведущий кочевой образ жизни, который связан с отгонным скотоводством, в отличие от более оседлых тюркоязычных групп. Музей Йорюк в Фетхие, на территории небольшого полуострова, открытие которого состоялось 20 лет тому назад. Этнографический музей Йорюк символизирует собой историю этих мест, отражает те времена, когда здесь останавливались кочевые племена йорюков. Во время посещения музея Йорюк в Фетхие особое внимание обратите на внутренний интерьер музейных домиков, которые помогают сформировать представление о жизни людей в таких поселениях столетия назад. Sürülerin şeyleri belli olurdu. Böyle mesela değişik sesler. Nail Bey'in keçiler. Ha. Ha. Музейная экспозиция рассказывает о минувших временах, воспроизводит культуру и традиции местного народа, проживавшего на здешних землях много веков назад. В ходе экскурсии по музею туристы могут наблюдать за неспешной сельской жизнью, специально инсценированным для них эпизодами. Помимо этого, посетители имеют возможность увидеть процесс изготовления различных изделий ремесленниками, а затем выбрать для себя памятный подарок. Этнографический музей Йорюк в Фетхие, благодаря своему удачному месторасположению, парк находится среди живописных горных склонов, на которых растут в изобилии сосновые деревья. Посещение Йорюка всегда сопровождается отличным настроением, чему способствует любование окружающими природными красотами.